Пневмония – это острое инфекционно-воспалительное заболевание нижних дыхательных путей. В частности, это процесс, когда вовлечена легочная ткань. Возбудителями пневмонии наиболее часто являются бактерии. Есть такие формы пневмонии, как гипостатические пневмонии. Это пневмонии, которые являются чаще у пожилых людей на фоне застойных изменений в результате сердечной недостаточности. К этой категории относятся больше пациенты возрастные. Иммунодефицитные пневмонии, пневмонии, которые образуются в результате иммунодефицита. Таким больным можно также отнести ВИЧ-инфицированных и больные СПИД. Основными симптомами пневмонии являются это повышенная температура тела, кашель с выделением мокроты. Иногда даже мокрота окрашивается в ржавый цвет, красный цвет с прожилками крови, потливость повышенная, больные утомляемые, выраженная слабость возникает, одышка. Также отмечается у ряда больных это боль в грудной клетке, которая характеризуется при усилении каких-то физических нагрузок. Данная симптоматика усиливается. Также с симптомами, как снижение аппетита, снижение веса тела, это такие второстепенные признаки. В зимнее время это основная причина переохлаждения, контакт больных с больными острыми респираторно-вирусными инфекциями. То есть человек пришел, проконтактировал, в помещении побыл с человеком, соответственно, риск заболеть высокий. Также высокий риск заболевания пневмонией у больных курящих. У них в разы больше вероятность заболеть данным заболеванием. Летом наиболее часто причина – это кондиционеры, то есть резкие перепады температуры. Как правило, заболевание пневмонии начинается с поражением верхних дыхательных путей. К таким относятся как патологии лор-органов, это танзелиты, фронтиты, гаймориты. Когда образуется очаг инфекции, соответственно, идет спускание. При выявлении первых признаков пневмонии незамедлительное обращение к терапевту, в частности в поликлинику по месту жительства. Далее терапевт уже назначает ряд определенных анализов, это в частности общий анализ крови, флюорография, рентгенологическое исследование, после которых происходит дифференцировка наличия или отсутствия пневмонии. Если выявляются признаки пневмонии, то он направляет данного больного в профильное отделение, то есть пульмонологическое отделение, так как пневмония – заболевание, которое лечится стационарно. Очень большой ошибкой также является, когда пациенты пытаются лечить сами те же простудные заболевания, не дифференцировав у себя наличие пневмонии, прибегает к народной медицине. Осложнением пневмонии является это дыхательная недостаточность. Легкое – это орган, который предоставляет кислород организму. Соответственно, при сниженном содержании кислорода в организме нарушаются все метаболические процессы. Поэтому осложнения пневмонии могут привести вплоть до летального исхода. Профилактика пневмонии, и всех простудных заболеваний – это здоровое питание. Витамин С содержащие продукты, особенно актуально это в зимнее время. Тепло одеваться, не переохлаждаться. Не появляться в местах, где есть люди, болеющие вирусными инфекциями. Летом это осторожно с кондиционерами пользоваться, не переохлаждаться также.